Сегодня под Сыктывкаром официально заработал первый в России пансионат для пожилых людей и инвалидов, возведенный на принципах государственно-частного партнерства. Учреждение на 50 человек обещает стать гордостью социального обслуживания населения и наладить работу по европейской планке. Номера здесь полностью учитывают интересы граждан с ограниченными возможностями. На этом настаивал глава. О проекте с финским акцентом Елена Кононова. 2 жилых блока с одно- и двухместными номерами, просторный зал для отдыха, столовая и бассейн. Абсолютно все помещения оснащены умным финским оборудованием. Даже мебель сделана так, чтобы инвалид или пожилой человек мог жить с комфортом и без помощи посторонних. О строительстве пансионата такого уровня в Коми задумались несколько лет назад. Наши специалисты даже ездили за опытом к соседям – Финляндию. Во время этого визита были показаны помещения, в которых живут люди пожилые, и не только пожилые, но и дети. Были показаны как оборудование, так и методы работы. Был проведен полный комплекс вот таких мероприятий, чтобы донести до коллег финскими коллегами, как это сделано в Финляндии. Очередь из желающих попасть в интернат появилась еще до его открытия. Звонки директору поступали уже год назад. Потенциальные клиенты интересовались и временным, и постоянным проживанием. Очень много одинокие сами звонят бабушки, дедушки, сами находят где-то телефон, потому что пока у меня сайта нету, такой рекламы нету. И вот они хотят, потому что они одни, квартира есть, вроде бы ухаживать некому, уже не могут сами готовить, плохо видят, плохо слышат, как вот мне бабушка звонила последний раз, 91 год. И возьмите меня к себе, я хочу достойно встретить старость. Это первое социальное учреждение в России, построенное на принципах государственно-частного партнерства. Сам проект уже успели оценить на международном уровне. Этот опыт мы презентовали на различных международных площадках, связанных с государственно-частным партнерством, которые проводили и на базе РИА Новости, и на базе нашего министерства. Действительно, он признан успешным. Сейчас уже можно сказать, что он уже реализован. И этот опыт действительно тиражируем, потому что он создает благоприятные условия и для государства, и для частного партнера. Проектом заинтересовались и другие регионы. Недавно за опытом приезжали кировчане. На открытие пансионата приехала гостья из Мурманской области. Это просто настоящий живой организм. Все, что здесь сегодня создано для настоящего благополучия человека. Это самая важная задача, которая стоит перед властью, перед теми, кто заботится о старшем поколении. Конечно, это успех, это прорыв вперед. Вячеслав Газер на открытии признался, задуманное получилось. Главное, в пансионате учли все пожелания, которые озвучивали ветераны, общественники и инвалиды, которые принимали активное участие в обсуждении проекта. Поэтому все, что здесь реализовано на сегодняшний день, сделано в том числе и на базе их предложений, их оценки. То есть максимально приближено к тому, что хотели будущие потребители. И вообще я считаю, что это, наверное, самое главное условие движения вперед, это именно вот эта обратная связь. Мы всегда на это откликаемся, будем дальше двигаться. По словам Вячеслава Газера, с появлением негосударственного социального учреждения усилится конкуренция на рынке социальных услуг. Это позволит повысить их качество. Ну а пансионат тем временем готовится принять первых клиентов. Они заедут в октябре. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.